Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами в студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Сегодня в программе Россия начинает очередные военные учения на границе с Украиной. Вице-президент США Джо Байден: Путин не остановится, пока не встретит достойного сопротивления. И американские инструкторы и грузинские силовики воспитывают новое поколение украинских полицейских. Начинаем с новостей из Праги. Шахеда, вам слово. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. Потери российских войск в мирное время стали государственной тайной. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. С сегодняшнего дня разглашение сведений о потерях вооруженных сил России в мирное время, период проведения спецоперации, грозит лишением свободы на срок до 7 лет. Некоторые эксперты связывают поправки к закону с публикацией доклада Бориса Немцова «Путин. Война». В нем сообщается, в числе прочего, о гибели российских солдат на востоке Украины. Российская армия стягивает войска границы с Украиной. Об этом сообщает корреспондент Рейтер. Агентство опубликовало фотографии передвижения колонны военной техники, включая системы залпового огня «Ураган». На технике не было номерных знаков. Колонну заметили в районе поселка Матвеев-Курган, в 25 километрах от границы с Украиной. Вскоре, сообщает агентство, техника съехала с дороги и полями отправилась в направлении границы. В Минобороны России информацию о переброске войск в Ростовскую область не комментируют. Тем временем в соседней Волгоградской области приземлились 10 военных самолетов. Еще более 100 приведены в полную боевую готовность. Экипажи Су-25 прибывают на военный аэродром Мариновка со всей страны и ждут дальнейших приказов. В понедельник в стране начались масштабные военные учения. Как сообщают российские издания, самолеты направят на полигоны Ашулук и Капустин-Яр. Туда же выдвинулись системы ПВО. В рамках учений пройдут ракетные стрельбы. Стреляют и в так называемый ДНР, правда, в этот раз по мишеням. Несколько десятков бойцов непризнанной республики приняли участие в соревнованиях по стрельбе из боевого оружия. Похоже, что за время перемирия боевики успели соскучиться по активным боевым действиям. К мишеням прикреплены фотографии людей. Впрочем, несмотря на Минские соглашения о прекращении огня, бойцы утверждают, что перемирие существует только на бумаге. Когда в прошлую ротацию просили, у нас БК заканчивается, подвезите, они сказали, у нас сейчас нет боевых действий. Да елки-палки, ну как нет? Я говорил, приедьте сюда, посидите, посмотрите, что здесь на самом деле происходит. Война войной, а учебный год в Украине подходит к концу. Выпускники школ Донецкой области надеются, что выпускные вечера пройдут не под звуки артобстрелов. Инна Вареница побывала в поселке Счастье, который до недавнего времени был центром боевых позиций, и поговорил со школьниками. Свежевысаженные цветы на клумбах, свежая краска на бордюрах, разрушенные стены домов прячут расцвевшие деревья. Разбитый зимой в боях город Счастья готовят к празднику. Уже через несколько дней тут будет школьный выпускной. Из 30 учеников 11 класса за год уехали 10, рассказывает выпускник Дима Дедора. Жизнь кипела в городе, все шло поочередно. Мы там гуляли, ходили с друзьями, там бегали где-то. Вот еще 9 вечера у нас город шумел, кипел просто. А сейчас такой город приутих. Последнюю неделю в Счастье опять неспокойно. Вблизи именно этого города украинские военные задержали российских спецназовцев. Раннее время уже все, начали они по нам отрабатывать. Вон оттуда. Все, да. Ночью до 1:30 ночи. Танк стрелял, эти минометы. Вернуться домой до темна, не ходить в лес и по обочинам. Такие правила жизни в прифронтовом городе. Помимо школьных испытаний, Дима и другие сверстники усвоили уроки войны. Чему может научить война? Мне кажется, что ничему хорошему не может научить, кроме какой-то смелости и какой-то выдержки. К выпускному ученики репетируют танцы, а на стене напротив школы оставят на память рисунок. Мы нарисуем голубя, который символизует мир, который обнимает землю. И мы решили так, что раз у нас такая очень щекотливая тема, то мы будем думать о хорошем, а не рисовать, например, в каких-то черных тонах или в чем-то еще. Инна Вареница для настоящего времени из Счастья. Около 2000 человек проходят обучение, тренируются на базе Академии Министерства внутренних дел Украины, чтобы уже через месяц выйти на улицы Киева в составе новой патрульной службы. Как проходит обучение и что ожидают от будущей профессии курсанты, пыталась выяснить Ирина Кононенко.
Красивые, подтянутые, смелые и, самое главное, ответственные. Ровно через месяц так будут выглядеть сотрудники новой милиции. Среди них и 20-летний Георгий. Парень никогда не мечтал стать патрульным улиц. После окончания школы выбрал благородную профессию юриста. Но 2 месяца назад для Георгия все изменилось. Хотелось, чтобы поменялось что-то в стране, отношение к коррупции, к органам, чтобы они работали не для собственного заработка или каких-то коррупционных схем, а во благо людей. А вот у Романа до поступления в полицейскую академию был свой бизнес. В деньгах мужчина не нуждался, следил за собой, наслаждался жизнью как мог. У меня будут будущие дети, я хочу, чтобы будущие дети жили в нормальной стране, там, где будут идти полицейские, да, и не будут, грубо говоря, кричать мусора и плевать в спину, да, а чтобы они уважали. Программа обучения полностью новая, рассчитана на 10 недель. Каждый день по 4 пары, иногда по 5-6. К обучению курсантов привлечены несколько инструкторов из патрульной службы Калифорнии. Также тщательно отобрали преподавателей и по теории. Очень многие инструкторы и преподаватели данного проекта не являются, даже большинство, пожалуй, подавляющее, не имеют ни малейшего отношения к системе милиции, к системе МВД. Это представители экспертных организаций, гражданского общества, адвокаты, юристы и так далее. Киев станет пилотным городом в реализации этого проекта. Но уже до конца года власти планируют открыть полицейскую академию в Одессе, Львове, в Днепропетровске и в Харькове. Эка Сгуладзе, замминистра внутренних дел Украины, уверена, что сумеет сломать старую систему работы правоохранительных органов. В грузинском случае у нас всегда была нехватка полиционных кадров. У вас этой проблемы нет. У вас выбор чудесный. С помощью подобных реформ нынешнее руководство МВД рассчитывает сократить правонарушения минимум в 2 раза. Первые результаты готовы показать уже в конце нынешнего года. Ирина Кононенко для «Настоящего времени», Киев. В Вашингтоне тоже говорят об Украине, и об этом подробнее расскажет Наташа. Спасибо. Бывший посол США в России Майкл Макфол, один из главных авторов идей перезагрузки отношений с Москвой, рекомендует следующему американскому президенту не повторять этот опыт. Судя по жесткой речи, которую произнес вчера в Брукинском институте вице-президент США Джозеф Байден, нынешняя администрация вполне разделяет позицию Макфола. Подробнее в репортаже Александра Панова. Недавнюю поездку госсекретаря Керри в Сочи, его переговоры с Сергеем Лавровым и встречу с Владимиром Путиным, которые в общей сложности продолжались порядка 8 часов, российские федеральные СМИ представили как признание Вашингтоном того факта, что антироссийские санкции якобы не срабатывают, того, что Вашингтон хочет быть подключенным к мирному переговорному процессу по Украине. Вице-президент Джозеф Байден, выступая с речью в Бруклинском институте, расставил точки над «и» в позиции Белого дома. Конфликт в Украине длится 14 месяцев и является, по словам вице-президента США, гуманитарной трагедией, вызванной агрессией России. С одной стороны, администрация Обамы требует полного выполнения минских договоренностей, иначе не может быть и речи о снятии с России режима санкций. США должны помочь в вопросе энергетической безопасности Европы, по мнению вице-президента, слишком зависящей от поставок российского газа. Поставки Киеву оборонительных летальных вооружений, таких как противотанковые ракеты, вице-президент полагает, администрации стоит обсуждать. Путинское вторжение в Украину было скорее проявлением его оппортунизма, чем продуманной стратегией. В основе своей этот человек очень практичен, и, на мой взгляд, он будет продолжать двигаться вперед до тех пор, пока не встретит достойного сопротивления. Коррупция и олигархи, по словам Байдена, стали инструментом российской внешней политики, используемым, чтобы с помощью подкупа некоторых европейских политических партий расколоть единство европейской политики. С другой стороны, Белый дом подтверждает, что США готовы продолжать сотрудничать с Россией по ряду важнейших мировых проблем – ИГИЛ, Сирия, Иран, Северная Корея. Не в интересах США и не в интересах России, если ИГИЛ получит полный контроль над Сирией. Не в интересах России и, возможно, Китая, если Иран получит ядерное оружие. У нас с Россией остается много других общих интересов.
В своей речи вице-президент дал ясно понять, что Обама и он убеждены, единственный способ остановить постоянный напор президента Путина – поставить тому непреодолимую преграду. В то же время вице-президент подчеркнул, что целью Америки не является загнать Путина в угол, сменить режим в России. Слово «Крым» в речи Байдена ни разу не прозвучало, что эксперты объясняют тем, что главный фокус Белого дома сейчас – добиться выполнения минских договоренностей. Возвращение Крыма – долгосрочная задача. Вице-президент особо отметил важность оставаться вместе с США, Евросоюзу и НАТО, потому что Путин старается использовать все возможности, чтобы расколоть нас. Вице-президент убежден, сообща мы можем дать понять российскому президенту, единственный путь выхода из кризиса – деэскалация, иначе санкции останутся в силе и, более того, Украина может получить оружие. Восхитительно жесткая, так назвал речь Байдена вице-президент Института Брукингса Мартин Индик. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Визит в Вашингтон генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга совпал, по его собственным словам, с самым масштабным усилением системы коллективной обороны стран Альянса за последние четверть века. Оно напрямую связано с агрессивными действиями Москвы, начиная с аннексии Крыма чуть более года назад и кончая внезапными военными учениями, которые только что завершились в Республике Коми. На выступлении Столтенберга в американской столице побывал наш корреспондент Вадим Оленичев. Москва нарушает основополагающие международные законы, создавая прямую угрозу всему мировому порядку, который сложился в Европе после Второй мировой войны. Такова установка руководства Североатлантического альянса. После краха Советского Союза западные лидеры всерьез рассчитывали, что Россия включится в общеевропейский процесс как стратегический и экономический партнер Объединенной Европы. Вместо этого власти России открыто нарушают такие необходимые для поддержания стабильности принципы, как территориальная неприкосновенность и государственный суверенитет. Стремление России расширить сферу своего влияния тянет нас назад в прошлое, когда более сильные державы перекраивали карту Европы в ущерб небольшим странам, ставя их в такое положение, что они не имели возможности сами решать свою судьбу. Такая политика создает сферу нестабильности для всех нас. Это не та модель Европы, которую мы готовы принять через 25 лет после окончания Холодной войны. Еще один принцип, который Россия не хочет соблюдать, это прозрачность и открытость в наращивании военного потенциала. Руководство НАТО весьма встревожено тем фактом, что с 25 по 28 мая российские вооруженные силы проводили масштабные учения в Республике Коми на северо-востоке страны. Власти России не сочли своим долгом поставить руководство НАТО в известность о планах проведения учений. Более того, Кремль размещает свои новейшие военные системы и боевые подразделения прямо у границ стран-членов НАТО. Такое агрессивное брецание оружием Йенс Столтенберг назвал необоснованным, опасным и дестабилизирующим ситуацию. Проводя военные учения без какого-либо уведомления или предупреждения, власти России уменьшают предсказуемость и увеличивают неясность ситуации. Это прямо противоречит положениям, закрепленным в Венских и во всех прочих заключенных нами соглашениях. В них как раз говорится о прозрачности и о предсказуемости действий сторон, как о способе избежать непонимания. Все это, подчеркивает Столтенберг, не случайная цепь событий, а явная демонстрация агрессивных амбиций Кремля. Какое же предлагается решение? По мнению руководства Североатлантического блока, европейские державы должны пересмотреть свою политику в отношении России в таком ключе, который позволит им соответствовать новым вызовам. В первую очередь, Альянс должен укрепить свою военную мощь. Сегодня практически удвоен размер вооруженных сил, дислоцированных на суше и на море в восточноевропейских странах-субъектах Альянса. Укрепление безопасности наших соседей – это укрепление нашей безопасности, считает глава НАТО Йенс Столтенберг. Ухудшение отношений с Россией и украинский кризис изменили ситуацию на континенте, но не изменили намерение Североатлантического альянса сохранить Европу объединенной. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Американские военные по ошибке разослали образцы живых бактерий с сибирской язвы лабораториям в 9 штатах США и на американскую военно-воздушную базу в Южной Корее. Штаммы не были инактивированы должным образом, сообщили официальные лица. Пентагон заявил, что подозрений на инфицирование и опасность заражения для общества нет, но, тем не менее, нескольких сотрудников лабораторий в США и Южной Корее, которые выполняли процедуры, в результате которых биологический агент попал в воздух, все же отправили на профилактическое лечение.
В швейцарском Цюрихе открылся Конгресс Международной Федерации футбола ФИФА. Основной вопрос повестки дня форума – анонсированные на пятницу выборы нового президента Федерации. Но при этом главной темой в мировых американских СМИ остается коррупционный скандал. Напомним, что вчера в Цюрихе в соответствии с запросом США по подозрению во взятках, вымогательстве, мошенничестве и иных незаконных действиях была задержана целая группа высокопоставленных чиновников ФИФА, включая 2 вице-президентов. В редакторской колонке в «Нью-Йорк Таймс» пишут: сюрпризом дня стали не только аресты и расследования, но также то, что Вашингтон предпринял такие агрессивные действия против чиновников, представляющих спорт, который менее популярен в США, чем в других странах мира. У нас в студии наш обозреватель Александр Григорьев. Саш, ну действительно, почему вдруг США взялись за футбол? А за футбол взялись потому, что часть лиц, которые были арестованы, либо имели постоянную резиденцию в Соединенных Штатах, то есть были налоговыми резидентами, либо имели дела с американскими компаниями, под раздачу попала одна из них, находящаяся в Майами, либо имели здесь недвижимость, либо использовали американскую финансовую систему для осуществления коррупционных сделок различного рода, получения откатов, ну и так далее. Да? То есть все, что проходит через территорию Соединенных Штатов, оно, в принципе, попадает под американскую юрисдикцию. Все достаточно просто. А почему ФИФА? Ну, ФИФА, наверное, старейшая спортивная федерация мира, вероятно, одна из старейших, и ФИФА, вероятно, наиболее известная. И ФИФА печально известна в том числе большим количеством скандалов. Все это связано с огромным количеством факторов, но, вероятно, сказать, стоит напомнить, что вот предыдущий президент ФИФА Жоао Авеланш провел на этом посту 24 года. Его преемником стал нынешний глава Зепп Блаттер, который вот, сказать, завтра будет в очередной раз бороться за переизбрание, уже 17 лет в этом кресле. Люди, которые руководят ФИФА, они по большому счету никому не подконтрольны, они смещают и назначают друг друга, и все попытки реформировать ФИФА, о чем многократно говорилось и многократно обещалось тем же самым Авеланшем и Блаттером, они ни к чему толковому не привели, кроме того, что Авеланш сам стал жертвой расследования, предстал перед судом, был осужден, признан виновным, и согласился вернуть порядка $100 миллионов. Его за решетку не отправили только в силу преклонного возраста. Ну вот вопрос, как бы, чем действительно это может им грозить? Естественно, пока это все так гипотетически, но все-таки о каких сроках идет речь? Речь идет о сроках до 20 лет лишения свободы. Это серьезное нарушение. Да? То есть, наверное, каждый знает, что святая корова американского уголовного правосудия – это неуплата налогов. Вот эти люди не платили, как легко представить, налоги со взяток и откатов, что может грозить и самыми страшными последствиями. Ну, сейчас как бы часть арестованных находится в Швейцарии, соответственно, США запустят процесс экстрадиции, с которым арестованные будут бороться, деньги на это у них есть, с другими будут проводиться следственные и судебные действия здесь. Они, естественно, смогут нанять лучших адвокатов, но наверняка на суде станет известно об очень многих скандальных эпизодах, о которых мы можем только догадываться. То есть это далеко не первая история. История только начинается. Но вот напоследок стоит прочитать еще, что написали Вашингтон-Пост. Футбольные фанаты давно удивлялись тому, что ФИФА предпочла провести чемпионат мира 2018 в России Владимира Путина с ее все более агрессивным и репрессивным режимом, а не в странах Западной Европы, или в богатом, но крошечном и неудобном с точки зрения климата Катаре вместо США, Австралии, Японии или Кореи в 2022. Ну, тут ситуация следующая. То есть ФИФА – это бизнес. Значит, и бизнес, причем не всего мирового футбола, и не мальчиков, и не игроков. Это бизнес очень небольшой группы людей, которые этой федерацией руководят. Естественно, они принимают решения, исходя из каких-то своих, так сказать, предпочтений о справедливости. То есть есть много исследований, много журналистов писали книги и снимали фильмы о том, как все это дело происходит. Они поражались одному, что у многих функционеров ФИФА уже им даже деньги не нужны. Один хотел стать, это известно, задокументированно, захотел вот в обмен на свой голос получить рыцарство Британской империи. Другой захотел орден почетного легиона французский. Ну, там как бы люди как бы могут себе это позволить. Да, понятно. Спасибо большое. Это был наш корреспондент Александр Григорьев. Сегодня День независимости Армении. Помимо праздничных мероприятий в Ереване проходят митинги протестов. Подробности у коллег в Праге.
Да, Наташа, в Ереване проходят многочисленные митинги против взлетающих цен на электроэнергию. Компания, принадлежащая российскому Интеррао ЭС, утверждает, что работает в убыток, но при этом славится большими расходами на свое содержание. Люди уверены, шикарно жить за счет потребителей электричества нельзя. По материалам армянской редакции «Радио Свобода» рассказывает Александр Касаткин. Третье повышение цены электроэнергии за последние 3 года и сразу более чем на 40%. Такие известия вынудили выйти на одну из центральных площадей Еревана несколько тысяч человек. Компания «Электрические сети Армении», принадлежащая российской компании «Интеррао ЕС», утверждает, что начиная с 2008 года в целом работает в убыток. Это недовольство и проходящие во всех районах акции протеста свидетельствуют об одном. Эти власти не умеют руководить. Они исчерпали себя. Активисты и представители оппозиции ссылаются на данные, согласно которым в компании тратили крупные суммы на аренду дорогих автомобилей, а также роскошных апартаментов в Ереване. Они утверждают, что в такой ситуации компания не должна компенсировать свои избыточные расходы за счет потребителей. Следующую акцию организаторы планируют провести 19 июня. Александр Касаткин. Настоящее время. В России законодатели готовятся к переезду. По замыслу московских властей новый парламентский центр будет построен на северо-западе столицы. Новоселье намечено на 2018 год. В рамках подготовки к строительству под снос попадают байк-центр «Ночных волков» и поселок Терехово. И если для рыцарей дорог городские власти сразу же нашли новую резиденцию, то в диалог с жителями Терехова мэрия вступать пока не спешит. Репортаж Ильи Кизирова. В мае окончательно решился вопрос с застройкой Мневниковской поймы в Москве, где находится байк-центр «Волков». Там возведут новое здание Госдумы, Совета Федерации, 2 стадиона, 2 станции метро и элитное жилье. Все постройки, штаб мотоклуба и небольшой поселок Терехово снесут. С байкерами московские власти договорились в 2 счета. Им предложили крупный участок земли неподалеку, в Крылатском. Про поселок все как-то позабыли. Вот, пожалуйста, байк-центр, да? Кто они такие? Им землю предоставили. Они теперь орут, что они ездили в Германию, они там положили венки, они такие хорошие, да? Ну, кто они такие? Они просто... просто байкеры. Буквально в первом же доме нашу съемочную группу встречает местный житель Андрей Орлов. Глядя на его участок, забываешь, что находишься неподалеку от центра города. Как это говорят, вырос в Москве, живу в деревне. Он проводит нас по Мневниковской пойме, которая имеет статус особо охраняемой природной зоны. Правда, это лишь на словах. На южной стороне трасса для кроссовых мотоциклов. Восточнее – первый байк-центр «Волков», уже заброшенный и разрушенный. Местные сетуют, если с волками диалог идет на самом высоком уровне, то в Терехово все новости о скором расселении узнают в основном из СМИ. Им эту землю просто дали в аренду, да, и они ей завладели. Теперь им выдают большой кусок земли в Крылатском, им дают большой земли кусок в Севастополе, да, а с нами власти вообще считаться не хотят, разговаривать не хотят. О компенсации за снос поселка Терехово в пояснительной записке к проекту застройки нет ни слова, но Андрей рассказывает, его дом с землей уже оценивали. Насчитали примерно 500 000 рублей. Илья Кизиров, Алексей Зыков, Радио Свобода, Москва. Время передавать слово в Вашингтон. Наташа. В Техасе и Оклахоме продолжают оценивать ущерб от наводнений, вызванных ливневыми дождями. По последним данным, погиб 21 человек, 13 считаются пропавшими без вести. Ученые предупреждают, что изменение климата может повысить частоту природных катаклизмов. Остается утешаться тем, что сезон ураганов в этом году, если верить синоптикам, обещает быть относительно мягким. Сюжет Алексея Березина. Сезон ураганов, который начинается в июне и заканчивается в ноябре, в этом году, по прогнозам синоптиков, будет относительно спокойным. Активность циклонов обещает быть ниже нормы. По данным Центра прогнозирования климата, с 70% вероятностью в этом сезоне будет от 6 до 11 штормов, которые получат имена. Это означает, что сила ветра, которая их сопровождает, превысит отметку в 62 км в час. Из них от 3 до 6 достигнут силы урагана, то есть скорость ветра составит выше 118 км в час, и только 2 из них наберут достаточную силу, чтобы получить 3-ю, 4-ю или 5-ю категорию по шкале Саффира-Симпсона. Это означает, что сила ветра будет выше 177 км в час. Такие ураганы влекут за собой серьезные разрушения, и от точности прогнозирования их движения зависят человеческие жизни.
И если представление о движении урагана можно получить при помощи спутника, то точные предсказания развития событий можно получить, только оказавшись совсем рядом с циклоном. Эту работу выполняют так называемые охотники за ураганами, специально тренированные пилоты, которые идут в самое пекло. Для этого у Национальной метеорологической службы США есть 2 турбовинтовых самолета P-3 и реактивный Гольфстрим-4. P-3 могут пролетать сквозь шторм, выдерживая силу ветра в 240 км в час. Гольфстрим же способен работать на больших высотах. Кроме этого, на вооружении метеорологов имеются и специальные зонды, которые сбрасывают с самолета, и они передают данные с поверхности воды. Все это позволяет отследить ураган и точно предсказать, где и когда он обрушится на Землю, что дает возможность вовремя провести эвакуацию и сохранить человеческие жизни. Далее эфир из Праги. Несмотря на повальное засилие электронных синтезаторов, некоторые мастера продолжают изготавливать рояли, даже если ради этого приходится перебраться из США в Чехию. Это дом, где рождается музыка. Они могут часами обсуждать звучание каждой клавиши. Вивиана Сафраницкая и Пол Макналти словно созданы друг для друга. Он для роялей, рояли для нее, она для него. В крошечном чешском городе, который и не на каждой карте найдешь, живут удивительные люди. Там побывала Дарья Соловьева. Она бросает взгляд на зал, и ее пальцы опускаются на клавиши. С этого мгновения едва ли что-то сможет вырвать Вивиану из диалога с одним из ее лучших друзей – роялем. Не она играет на нем, они вместе создают мелодию. Дома у Вивианы Сафраницкой не один рояль. Но каждый раз, когда пианистка разучивает новое произведение, играет его на каждом из них, чтобы понять, характер какого рояля подходит для этой мелодии. Мне повезло и в том, что я имею столько много инструментов, то есть если, допустим, на этом рояле какая-то музыка не звучит, я могу пойти на другой. Современные рояли нельзя назвать бесхарактерными, просто характер у них у всех одинаковый, но он точно не такой, как был у роялей 300 лет назад. Моцарт выбрал вальтер, это был его любимый рояль, и он на нем мог достигнуть тех эффектов, которых на других роялей он достигнуть ему было труднее. То есть результат был хуже, а ему хотелось совершенства. Теперь это совершенство рождается тут. Муж Вивианы, Пол Макналти, известен на весь мир благодаря тому, что создает точные копии легендарных инструментов, на которых играли Моцарт, Шуберт, Бетховен, Лист. На фабриках по производству роялей в год делают 1000 экземпляров. Мастерскую Пола за 12 месяцев покидает не больше десятка инструментов. Грубую работу в мастерской Пола делают его помощники. Чтобы проверить качество, мастеру достаточно постучать по будущему инструменту. Но есть работа, которую мастер не может доверить никому. Весь механизм работы рояля он делает только сам. Ошибки быть не может. Этот прибор для измерения веса крошечных молоточков, рождающих звуки, Пол изобрел 25 лет назад. До сих пор ничего лучшего никто не придумал. Он очень чувствительный. Если положить на молоточек кусочек бумаги, все изменится. Он станет слишком тяжелым. Кажется, Пол может бесконечно рассказывать о каждой крошечной детали, а их здесь тысячи. Только представьте, кожу, которую натягивают на молоточки, Полу пришлось искать по всему миру. У современных овец кожа отличается от кожи тех, что жили 300 лет назад. Подходящих овец мы нашли в Индии, в Гималаях. Главный цензор и поклонник работы Пола – его жена. Вместе они могут часами обсуждать звучание каждой клавиши. Они словно созданы друг для друга. Он для роялей, рояли для нее, она для него. Вивиана доигрывает последний аккорд и словно возвращается в реальность. В реальность, где ее ждут поклонники, любимый создатель ее мечты и лучшие друзья – ее рояли. На этом наша передача подошла к концу. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.